Товарищи, значит, мы теперь посмотрим интересную вещь. Как реагирует население, вот, скажем, на такие вот разжигания, да, страшной психотии, как мы видели, да, израильский Минздрав, так. Кто в перерыве тут был, я прокрутил несколько раз. Давайте посмотрим еще раз. Смотрите, как фактически это называется психотеррор населения, да? Вот, все объято будет страшным пожаром. Это было запущено среди медиков у нас в Беларуси на полном серьезе. Какой идет страшный Опа! Все, ядерная пыль. Все красное. Все красное. Смертоносный фактор впился в тело. Впился в неодушевленные предметы. Пальчиком все тело. Деловой папкой. Пожар объял невинную девушку. И вот мы вытягиваем тачку. Вот мы пьем кофе. Все объято смертоносной супер холерой, супер чумой, пожар, весь город горит. Слушайтесь национальных Минздрава, которым великий Киссинджер уготовил свою функцию сокращения населения в мире. Именно они будут работать под глобальными фондами, национальными Минздравами. Ну, а про то веселое государство я уже рассказал. Слава Богу, мы живем в нашей благословенной Беларуси, но расклад на эти три категории, он всюду одинаков. Итак, охранота, здравомыслящие и конспирологи. Теперь, возникнет у кого-то вопрос, кто-то, кто находится между этими двумя. А что с законопослушными, товарищи? Мы чтим, и не на словах, как Остап Бендер, а на деле. Уголовный кодекс, административный кодекс и все остальные кодексы, и особенно ПДД. Всюду речь идет о законопослушных гражданах. Речь идет об их восприятии и о том, как они будут себя вести там, где ситуация неоднозначна. Например, все здравомыслящие, да, здравомыслящие граждане, которые говорили, надевать памперсы на рыло незаконно, ширять не от страшной смертельной болезни, все видят, что она не страшная, смертельная, принудительно, незаконно. А Бочебесня, путчисты, хотели наоборот всех обязать и начали подавать в суды, и они имели хороших адвокатов, проплаченных, те, кого отказались отслуживать без памперса на рыле в супермаркете и пытались соваться в суд. Какие у них силы? Нет у них юридических сил. А вся Бочебесня имела хороших проплаченных адвокатов, которые говорили, что надо заставлять всех. Точки над «и» расставил президент, который выше власть в нашей стране, глава государства. Он сказал 19 октября, таких законов у нас нет, чтобы надевать памперсы на рыло. А в отношении, говорит, вакцинации, коленом на груди вакцинируйся, ну я... Приемлемы любые методы, кроме наклонения людей, принуждения. Предупреждаю всех, милицию, санслужбы и прочее. Это жестокое нарушение закона. У нас нет законодательных оснований, и президент не принимал подобное решение, чтобы наклонять людей и заставлять их. Итак, товарищи, мы видим, что, собственно, здравомыслящие оказались самыми законопослушными. Именно они сказали, что говорит белорусский закон. И потом этого всеуслышания 19 октября 2021 года, которые с тех пор здравомыслящие отмечают как День Победы белорусского здравомыслия. В каждом языке есть неповторимые слова. Я очень люблю белорусский язык, но и в великорусском языке есть слова, которые не найдешь
замены. Здравомыслие – это чисто русское слово, и нет такого в других языках. Целомудрие. Например, в иврите, например, да, великолепное слово целомудрие русское тоже. В иврите, например, в плане здравомыслия, говорят шафуй. Но шафуй это как? Это более такой медицинский термин, типа вменяемый. Нормально. Здравомыслие. Значит, давайте смотрим. Охранота что говорит? Власти знают, а кто такие власти? А может быть, беззаконием занимаются те или иные местные власти по рекомендации Минздрава. А может быть, беззаконием вообще занимается Минздрав под дудку всемирных организаций. Надо четко представлять не только все буквы, но главное дух белорусского закона, да, и понимать, что видовочно-бредовые предложения Минздрава, они не дружат со здравым смыслом. Надо сказать, что чем бычебесы были больше, тем больше они нагнетали коронаистерию. Это не значит, что среди них не было здравомыслящих, по политическому интересу. Но так или иначе, они нагнетали коронабесие. И в этом плане они вполне сходились с охранотой, которая, соответственно, тоже нагнетала, коронабесие, прилежно ходили с памперсом на рыле. Вот. И даже у нас, в нашем народно-патриотическом движении, была одна активистка, которая гнобила на своем личном канале всех, кто гады ходят без памперсов на рыле, и это самое, не хотят ширяться по призывам Елены Богдан. Значит, соответственно, в отношении самого наличия пампсихотемии охранота говорит, вот сказал, Минздрав подтвердил, есть в мире пандемия, а какая сволочь говорит, что нет. Конспирологи говорят, конечно, есть пандемия. Это страшный вирус, который гады, англосаксы вырастили в своих лабораториях, чтобы извести человечество. Как мы знаем, вот эти две группы, плюс Бычебесня, да, и Бычебесня, сказал великий Сталин Иосиф Виссарионович, пойдешь налево, пойдешь направо. Пойдешь направо, пойдешь налево. Тот, кто сходит с пути здравомыслия, они все будут смыкаться. Как верно заметили на БТ, может быть всемирная, реально смертоносная пандемия, которую вырастили в американских лабораториях, да давай всех вымарывать. Не может быть по определению. Почему? Потому что вирус, как мы сказали, Рызман от Версачи не отличает. Так, а охранота, надо сказать, укусите себя за два уха. Всемирная организация здравоохранения – это фонд ООН, если это охранота нашего русского мира, которые патриоты, которые там за великую, единую, неделимую и т.д. Так давайте разберитесь, а кто такие вообще? Смертовозы это не те самые англосаксы, про которых вы так много хорошего знаете вообще. Если они попирают суверенитет других стран, зачем же их слушаться? Они специалисты в своей области. То есть здравомыслящие говорят что? Говорят, нету смертельной эпидемии. И что вы думаете, на один из запросов здравомыслящих активистов у нас в стране получен был официальный ответ Минздрава, есть у меня в компьютере, в 2020, слушайте внимательно, в 2020-2021 году эпидемий в Беларуси не было. Все понятно? Четко. О как. Нашим и вашим надо получить гранты от смертовоза. Поэтому мы будем раздувать коронабесие. Но в документах мы не будем врать, потому что если напишем, что была эпидемия, вы скажите, что за эпидемия, какие приняты меры, какова была смертность от нее. Вот. Значит, могут ли быть смертельные эпидемии? Конечно. И сейчас мы дойдем до вирусов, увидим, что говорят конспирологи, куда их занесло.
Но когда есть смертельная эпидемия, это не надо смотреть, что утверждает смертовоз. Смертовоз принял решение, что только мы можем объявлять, и что мы объявим, что есть пандемия, как академик Шучалин, выдающийся ученый, но который вынужден дуть в дудку охраноты, сказал, ну, вообще смертность минимальна. Но тут как главнокомандующий. Главнокомандующий может объявлять войну. Вот глава Всемирной организации здравоохранения, эфиопский недоучившийся медик и вор у себя на родине, значит, сказал, что есть пандемия. Раз он решил, ну, понятно, не он решил, хозяева жизни решают. Значит, есть пандемия. Нет, здравомыслящие люди помнят, что тот самый коронавирус не тот самый, их там есть виды, подвиды. Так. SARS в начале 2000-х годов. Знаете, какие были цифры? В Канаде заразилось всего-навсего, я запомнил про Канаду. Там в Юго-Восточной Азии там были тысячи, там, десятки тысяч заболевших со страшной смертностью, а в Канаде 200 заболевших, 211, по-моему, 500 умерших. Нормально? Из них. Вот это называется смертельная эпидемия. И дадут такое гулять по свету? Нет, конечно. Почему? Как объяснил АТН. Потому что среди померших могут затесаться те, кому помирать совсем не кстати, и у кого в руках реально остановить смертельную эпидемию. Так. Вот там необходим был полный карантин, полное выщучивание, это все достижимо. Так. То есть полиция, которая запускает квадрокоптер и штрафует людей, собравшихся, значит, в сквере, как было в странах победившей демократии, они, понятно, никакой карантин не в состоянии не осуществить. Они только могут что? Грабить людей, терроризировать. Реальные спецслужбы, они осуществляют реальный карантин в очень важных случаях. Было 50-е годы, съездил мужик в Индию, как полагается всем представителям высших слоев, значит, у него там жена и пара любовниц, всем привез подарки, так, дал дуба, прозекторская, ничего не могут понять. Старенький патологоанатом, еще дореволюционный, видал еще Россию, которую мы потеряли. Да это ж чума. Все. В считанные часы, всех, где он побывал, все подарки собрали, тех всех на карантин, все уничтожили, и не было никакой чумы в Москве. Вот так. Так, там, где реально смертельная эпидемия и угроза, там вмешиваются спецслужбы, и там осуществляется реальная изоляция. И понятно, что современный мир обладает такими средствами. И понятно, что людей не надуришь. И все понимают, что такое разница, какие-то там проценты, которые смолят больше гриппа, меньше гриппа, в каких-то районах умерли больше, чем от сезонного гриппа, где-то меньше, где-то так, или когда, 200 заболевших, 500 померлых. Вот это да. Теперь, кстати, Братской Китайской Народной Республике, как бы очень мы там видели, да, карантины. Ну там вообще в Юго-Восточной Азии там у них бонтон завелся, ходить всем, значит, в лицевых памперсах. И там другая жизнь, другая ментальность. Нам не стоит про них что-то думать. Наш президент, который очень как бы настаивал вот это на Молдаване не проводить, но в каком-то был форуме, китайские товарищи попросили напялить маску, он напялил маску, так сказать, дань уважения. У них своя, значит, своя политика, своя линия, не надо пытаться их понять. Достаточно того, что они наш важнейший геополитический, так сказать, друг и союзник, который не даст в обиду ни перед кем. И этого нам достаточно. В их внутреннюю жизнь мы совсем никак не лезем. Но что надо знать, что при эпидемии SARS в КНР остались очень тяжелые воспоминания. Почему? Потому что там началась эта вспышка, и там действительно местные ли власти, центральные ли власти попытались вначале скрыть истинное количество зараженных. А когда имеет место реально смертельная эпидемия, ты ничего не скроешь. Что мы сказали по 2020 год? Натянуть сову на глобус никогда не удается. Но и наоборот. Заставить сову проглотить глобус тоже никогда не удается. То есть ты можешь
всех померлых записать на корону, но в конце года мы видим, что смертность вернулась к предыдущим годам. Подсуетился глобофашизм, и резкий спад мировой смертности 2019 года они, значит, остановили успешно. И с тех пор смертность только растет. Вот. А с другой стороны, ты не можешь скрыть умирающих людей от какого-то синдрома, условно скажем, когда десятки процентов умирают. И вот китайцы в этом деле там облажались, они это запомнили и сказали, больше такое не повторится. Это была именно одна из разновидностей этого самого коронавируса. Более того, итальянский эпидемиолог, по-моему, фамилия Урбани, занимался именно исследованием этих самых коронавирусов, и он, можно сказать, как герой науки, как герой-медик, он отбыл туда, в этот самый, значит, Индокитай там, и Юго-Восточную Азию, КНР, в эти районы, в Вьетнаме он работал, по-моему, так, и исследовал. И он подхватил это дело, почувствовал все симптомы, он умер в течение считанных нескольких суток, и он до последнего, значит, записывал все ощущения, все, значит, и которые ему проводили, значит, исследования, и свои ощущения, и динамики оставил, значит, бесценный вот этот медицинский документ. Это была реально смертельная эпидемия. Соответственно, уже в апреле 2020 года, когда глобофашизм разрабатывал вот эти все документы, как они будут в ближайшие годы всех ширять, заставлять покупать это дело, всех в карантин, закрывать школы в странах третьего мира, но это сам Бог велел, да, как говорит Пламен Пасков, как работает глобофашизм. Деиндустриализация, так, дебилизация, скосование образования, да, вот, и депопуляция в нижней строке, так. Вот. Было уже очевидно, что речь не идет о смертельной эпидемии. И все. То есть здравомыслящие люди говорят, нет смертельной эпидемии. А Охранота говорит, вот сказал есть. А конспирологи говорят, ну, конечно есть. Англосаксы выпустили смертельный вирус, а сейчас они все хотят выморить. Кроме англосаксов. Нет таких вирусов. Вот. Дальше. Отношение к намордникам. Охранота говорит, все, сидит мужик в машине, вроде здравомыслящий мужик, даже коммунист, да? Достает, надевает это дело, типа, учтиво не дает, не велит своим спутникам напяливать, на себе напяливает. Ну, так. Что говорят конспирологи? Вы знаете, маски это неспроста. Маски это неспроста. В них там маленькие микрочипы, компьютеры, через эти маски, или там такую подмешивают, там все это. Да подмешивать не надо, пластиком дышать хорошо, плохо. Что не надо подмешивать? Так? Вот. Здравомыслящие что говорят? Здравомыслящие говорят, что это полная лажа. Маска предотвращает от физических объектов. Ну, то есть, вот, чтобы не харкнул, да? Врач, отоларинголог, больных осматривает, надо надеть маску, потому что ему мухту рыгнут в харю, во-первых, неприятно, во-вторых, там такая нагрузка этих вирусов или стафилококков и всего чего угодно, что ему совершенно не надо это получать. Хирург оперирует в маске. Это уже давно, с тех пор, как выяснено, что есть микробы, что есть асептика, есть антисептика. Так, до середины 19 века, хотя уже насчитывала, микроскоп уже существовал 1,5–2 лет, да? Миазмы. Болезни распространяют миазмы. Микробы это мрак. Какие микробы, к черту? Земельвейс закончил, знаете где? В сумасшедшем доме. Так. Десятки процентов роженец помирали от родов. Где? Именно в венских больницах. В сельских домах это совсем не так. Пытливые врачи проводили массу вскрытий. Всех там бомжи, все, кому хреново в жизни, кого родные не взяли хоронить, всех вскрывали, изучали, из-под директорской идет роженица, не помыв руки, что значит. У врача, у светилой науки, они и сейчас посматривают Гоголем с гусиной шеей, даже сейчас, когда мы все одукованы. Так? А тогда в 19 веке, у меня что, руки грязные? Да ты вообще акстись 3 раза. Вот так вот, Земельвейс кончил в психиатрической лечебнице, когда он сказал, что мыть руки сокращает на порядок смертность роженец. Да. А потом узнали, что есть микробы.
Так вот, хирурги с тех пор оперируют в масках. Но проведено на них множество исследований. У меня есть все эти материалы, есть тут на письме тоже. Берите потом, товарищи, несите знания в массы. Значит, наличие микробов на теле хирурга повышается при наличии, значит, маски. Вот, а вокруг него оно ничуть не снижается. От чего защищает маска? Очень просто, от того же самого. И хирург человек. И человек может кашлянуть и чихнуть. И если в открытое операционное поле как кашлянул от любой причины, в конце концов, курить никто не запрещал, к сожалению, да. А у курильщиков кашель курильщика. И он туда согнет это дело в операционное поле. Спаси Господь. Для этого носят маски. Вот и все. Да? Поэтому здравомыслящие что говорят? Медработникам в определенных ситуациях нужны маски. Тот, кто ухаживает за больным, который конкретно выпускает частицы, так сказать, осязаемые из своего организма, нагруженные этими вирусами или микробами, тому тоже может понадобиться маска. На улице полная чушь. А вирусы сами, они через нее шмыгают только так. Как сказал Пламен Пасков, как чугунная сетка от комаров. Или, значит, вот... Мы с этой заразой будем жить всегда. Одни говорят, что маски ничего не дают и нечего их носить. Даже порой это еще хуже. Второе, вакцинация. Кто-то опасается, кто-то видит побочных много эффектов и так далее. Ли жить в состоянии комфорта. И выйти из состояния комфорта — это пойти и сделать себе неприятную манипуляцию в виде прививки, да, а еще говорят, что может быть температура, а еще может быть побочка, а еще может быть еще что-то, там чешуя начинает расти. И хвост. Человек, да, хвост начинает отваливаться. Одни говорят, что маски ничего не дают и нечего их носить, даже порой это еще хуже. Второе, вакцинация. Кто-то опасается, кто-то видит побочных много эффектов и так далее. Сегодня прочитал абсурдную вещь. Оказывается, во время пандемии для президента Беларуси был сформирован какой-то там запас вакцин. Я не вакцинировался, мою позицию вы знаете в связи с этой пандемией.